директор Института дополнительного профессионального образования и управленческого консалтинга Академии госслужбы. Исполняющий предпринимательство, я так думаю, что с 2017 года и, в принципе, некоммерческим сектором, и куратор проекта инициативное бюджетирование, которое реализуется в рамках соглашения со Всемирным банком. Так вот, то, что касается реализации соглашений со Всемирным банком, представителей некоммерческих организаций и активистов. И задача будет как раз проходить конкурсную процедуру для выделения денежных средств. Может быть, именно этот механизм позволит услышать население, и четко понять, в каком населенном пункте или на каком объекте необходимым образом государство собирается влиять на эту ситуацию. То, я думаю, что многие из вас слышали о существовании 442 федерального закона, который нам говорит о том, что 10% сектора, то есть это либо некоммерческим организациям, либо бизнесу. На данный момент на уровне республики активно разрабатывается перечень тех социальных услуг, которые возможно будет передать в негосударственный сектор, разрабатывается порядок передачи этих услуг и устанавливаются тарифы. Поэтому думаю, что в ближайшем будущем у некоммерческих организаций появится возможность более активного участия именно в реализации своих возможностей в части оказания социальных услуг и получения соответствующего финансирования за счет бюджета. Ну, это о кратких перспективах того, что нас ждет в 2017 году в рамках работы с некоммерческими организациями. Спасибо. Правильно она называется Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная дека». Как некоммерческий фонд, как некоммерческая организация, наша организация зарегистрировалась в республике в 2002 году. До этого мы в некотором немножко другом формате работали. Ну, что такое устойчивое развитие, тут, наверное, все, понятное дело, знают, да? Точно так же, как мы знаем и то, что человек, человечество, любое сообщество не может развиваться без ресурсов природных, так ведь, да? Поэтому вот этот аспект деятельности НКО, экологический, как принято говорить, но чаще всего это социально-экологический аспект, потому что в любом случае любые экологические проекты выходят на социум, выходят на общество, выходят на людей. Вот. И это все очень взаимосвязано. Так вот, у нас как раз вот такая организация. Мы работаем, в общем-то, профессионально, у нас есть штат, очень небольшой, правда, вот. Но мы работаем очень активно и со множеством партнерских организаций, и с местными жителями и так далее. Ну, в частности, мы работаем, конечно, с Институтом биологии, с Лесным институтом, с университетом, с нашими министерствами, которые выходят на природные ресурсы. Это, конечно, Министерство природных ресурсов, ныне теперь Минпром, Министерство сельского хозяйства и так далее, Комитет лесов. В каких направлениях мы работаем? Это сохранение массивов девственных лесов, это наиболее ценный для сохранения биоразнообразия и для реализации природоохранных функций леса лесные массивы. И в этом направлении, конечно, есть успехи. Мы активно, по сути дела, наша организация и начала популяризацию, и, можно сказать, продвижение лесной сертификации по международным стандартам в нашей республике. В настоящее время основные лесопользователи, крупные лесозаготовительные компании, лесопромышленные компании у нас имеют этот международный сертификат. И это большой плюс не только для самих компаний, потому что они получили возможность реализовывать свою продукцию в Европе, но это большой плюс и для местных жителей, потому что сертификат лесоуправления – это очень хороший механизм для защиты интересов социальных, для защиты интересов местных жителей, которые проживают в сельских районах, и для которых лес – это не пустой звук. Безусловно, вот все наши проекты, так или иначе, по всем нашим проектам проходит направление поддержки коренного населения, местного населения. Чаще всего и в основном, конечно, это как раз сельское наше население. Далее у нас есть проект по восстановлению рыбных ресурсов или ресурсов, и у нас есть проект Мизенский, так называемый проект. Вот, мы работаем в Удорском районе и в Рижуконском и Мизенском районах Архангельской области. Этот проект направлен, значит, на то, чтобы как-то поддержать, сохранить и, может быть, если получится, приумножить ресурсы
ресурсы реки. И второе, не менее важное направление – научить пользователей ресурсами реки пользоваться устойчиво, пользоваться, и чтобы от этого была польза и для местных жителей, в первую очередь, которые проживают на этой территории. У нас сейчас очень интересный проект реализуется, он больше исследовательский, но тоже очень заинтересовано местное население в результатах этого проекта. Это изучение влияния лесозаготовок на речные экосистемы. Не для того только, чтобы изучить и все, да, и рассказать об этом, что же произошло и что будет происходить, а для того, чтобы выработать рекомендации для лесопользователей, как нужно работать, значит, на территориях, чтобы не повлиять негативно на речные экосистемы или хотя бы чтобы минимизировать это негативное влияние. Ну и у нас очень активно направление, очень активно развиваемое направление образовательное, образование для устойчивого развития. Тут есть профессиональные курсы повышения квалификации проводим для лесников, для лесозаготовительных компаний. Очень много со студентами лесного института, практически каждый сентябрь у нас экологи заняты исключительно тем, что прогоняют, использую это слово, всех студентов первого курса лесного института по демонстрационным маршрутам Прилукского лесничества, где специально разработаны демонстрационные маршруты, рассказывающие об особенностях лесной динамики и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, вот такая у нас работа. Я почему остановилась очень, правда, коротко на этом, потому что у меня такое ощущение, что о нашей работе знают, безусловно, в сельских районах, где мы работаем, но, наверное, не знают даже в общественной палате, ну и, может, во многих общественных организациях, которые прямого отношения к этой тематике не имеют, тоже не знают. Вот. Мы готовы работать со всеми, потому что, еще раз повторяю, работаем непосредственно в районах. Ну и что касается общественной палаты, безусловно, я никаких претензий не предъявляю, просто говорю о том, что общественная палата, по сути дела, ни разу не заинтересовалась пока ни одним из наших проектов, ни одной из наших инициатив. Мы один раз выходили на общественную палату, потому что, значит, поскольку проходящие в районах и в городах общественные слушания разных проектов промышленных очень часто и даже чаще всего, я бы сказала, проходят формально. Вот. Мы проанализировали все существующие на сегодняшний день, на тот момент, да, положения об общественных слушаниях, которые есть в районах, значит, и сделали такой анализ и предложили типовое положение, которое бы можно было продвинуть с уровня республики в район, которое бы учло все эти моменты, и слушания бы стали не столь формальными. Ну, вот у нас даже было организовано в общественной палате слушание, это было давненько, не при вашем руководстве. Вот. Но потом как-то это все завязано и так ничего не закончилось. Ну вот это единственный такой у нас был контакт с общественной палатой, хотелось бы более активного. В гражданских форумах мы, кстати, тоже участвуем. Вот. И по конкретным предложениям. Было бы замечательно, если бы общественная палата поддержала такую нашу инициативу, как разработка межрегиональной программы по сохранению Мезенской семги. Поскольку река Мезень протекает и у нас, и в Архангельской области, то нереально в одной республике или в одном районе сделать какие-то мероприятия, условно говоря, которые бы смогли продвинуть эту сложнейшую и долговременную инициативу. Вот. Поэтому мы уже выходили, когда у нас был прежний руководитель республики, вроде поддержали, и даже в Министерстве сельского хозяйства провели межрегиональное совещание. Но вот пока опять это все в связи со сменой и в Минсельхозе, и в Минприроде, везде, и в руководстве республики опять все это зависло, и было бы очень замечательно, если бы общественная палата это знала и поддержала. Ну и по социальным лесам. Вы все прекрасно знаете, что у нас есть эксплуатационные леса, которые отдаются в аренду лесопромышленникам, и есть леса заповедного фонда, которые никому не отдаются и в которых ничего нельзя, по сути дела, делать. Но у нас нет лесов, раньше были совхозные леса, да, или сельские леса, теперь этих лесов нет, этой категории, и теперь наши сельские жители, которые живут, по сути дела, в лесу, да, в таежной зоне, они ничего не могут сделать, и никто не будет виноват, если вырубят все их там, грибоядные леса, своих охотничьи угодья и так далее, и так далее. Поэтому вот мы об этом говорили на последнем съезде Коминнарода в феврале, который прошлого года был. И
И даже это было внесено в итоговые документы съезда, хотелось бы, если бы общественная палата это поддерживала, тоже было бы замечательно. Вот. Ну и приглашаем членов общественной палаты участвовать в тех дискуссионных площадках, которые мы организуем. Например, уже на протяжении ряда лет мы организуем так называемый республиканский лесной диалог, куда собираются, ну, там определенная тематика каждый раз, и мы приглашаем туда там, и науку, и промышленников, и государственные структуры, и общественников, и так далее, и так далее. Было бы замечательно, если бы во всем этом участвовали. Вот. Если кто-то... Можно вам вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот вы перечислили несколько пунктов, направлений, по которым вы работаете. А как вы пытаетесь решить вопрос очистки наших лесов от бытового мусора, сборе грибов, ягод и так далее, в том числе вывоза мусора бытового с муниципалитетов и загрязнения близлежащих лесов, которые... Поняла ваш вопрос. Ирина Юрьевна, извините, пожалуйста, что вторгаюсь. Валентина Томасова, давайте договоримся так. Уважаемые коллеги, вот сегодня очень приятно слышать уже приглашение на мероприятие Серебряной тайги. Но мы уже договорились с Павлом Александром Юрием Анатольевичем на предмет того, что Серебряная тайга примет самое активное участие в пленарном заседании, в первом пленарном заседании этого года Общественной палаты по вопросам экологии. И вот там, я полагаю, что мы с вами какие-то проблемы уже сможем обсудить. И ваши предложения, поскольку понятно, что это будет разговор уже предметный не только как предложение, но и то, что мы можем сделать. До этого мы с вами еще будем встречаться. Огромное вам спасибо за интерес к этой Да, спасибо. Я просто не... Павел, наверное, еще не успел мне об этом сказать, поэтому я не в курсе. Добрый день. Виктор Порохня, член Союза журналистов, ветеран Коми Республики, международный член Союза международных журналистов. Хочу сказать то, о чем, может быть, никто давно не говорил, или я, может, ошибаюсь. Я поговорю о сектантах. Я прошел с 2006 года все ады неравнодушия МВД, ФСБ, правительства по правам республики, ребенка по правам взрослых. Ну, все, что можно, я прошел. Никаких сдвигов нет. Дело в том, что у нас, это по прошлогоднему списку, 300-500 тысяч сектантов в городе. И там адвентисты, пятидесятники, там все об этом сейчас я не буду говорить. Я изучил эту всю кухню. Дело в том, что о взрослых я сейчас говорить не буду, потому что это их судьба. Они решают, они идут, они там выходят замуж по первому разу, выходят замуж только за тех, у кого ребенок, чтобы получить мат-капитал. Взрослые не участвуют в выборах. Это тоже все-таки минус республики. И она как раз занимает первое место в России по числу жителей. Если в Москве поделить число жителей и поделить в Сыктывкаре, в таком случае на каждый 80-й человек у нас сектант. Я надеюсь, среди нас нет таких людей. Вот. Хотя, если так говорить, уложиться в какое-то время, я могу сказать, что в школах многие, около 60 учителей сектантов, несколько заучей представляют школу. Вот. Я разговаривал в Министерстве образования, они все кивали на Кайзера, кивали там еще на кого-то, на Торопова, Спиридонова, кивали теперь на Габликова. До Габликова не попасть, с ним встретиться невозможно. Ну а я болею за эти все 10 лет за судьбы детей. Простых, талантливых, они плохо учатся, я это все проверял. Большой список тех детей, которые никто из них из этих сектантов не закончил золотой медалью, там, или куда-то там поступил в МГУ, там, или они тусуются в себе, жизнь портится, они внутри там все женят. Ну, можно долго об этом говорить. Я предлагаю Общественной палате какому-то человеку заняться. Раз у нас никто этим не занимается, в ФНД попустительство, даже люди гибнут, если вы знали. Просто их убивают, а пишут несчастные случаи. Про город там печатал пару лет назад, там убили. А вместо того, чтобы я пришел, я говорю, давайте напишите, что человек, парень, ходил в секту, барабанщик, музыкантом. Они гибнут, мы это не замечаем. А что, тут на дорогах тоже гибнут? А что, тут взрослые тоже квартиры отнимают?
Я в МВД предоставлял людей, которые как бы с кого отняли квартиру, а что, говорит, никто заявление подавать. Вот может быть как-то организовать в общественной палате, хотя бы занимались конфессиями всеми. Как бы был один человек типа Дворкина в Москве. Может быть, у меня предложение такое. Просто, чтобы можно было туда прийти и посоветоваться, поговорить. Я бы как-то какой-то свой опыт дал, да и кто-то, может, тоже заинтересован в такой информации. Вот это беда, ну, не главное, конечно, но все-таки это беда, детская беда. Посмотрите, сколько на детей сектантов пропадает. Об этом я знаю сам. И просто мой долг вам это сказать, потому что вы здесь как главные люди республики. Ни Гавриков, ни там, ни кто-то еще, а народ главный в республикоме. Это каждому человеку надо отдельное внимание. Тогда у нас народ будет сильный. Все, спасибо. Спасибо огромное. И сразу говорю, вы вот здесь сейчас эту информацию дали, любая информация для обсуждения. Общественной палате вы адресовали это предложение. Мы вас ждем для того, чтобы у нас состоялся предметный разговор, тем более, что среди членов общественной палаты есть заинтересованные люди, чтобы проводить плановую системную работу, в том числе по той проблеме, которую вы обозначили. Спасибо огромное. Галина Анисимова. Дорогие участники сегодняшней встречи, очень приятно вас всех видеть. Это в зале сидят, наверное, самые лучшие, самые небезразличные люди, потому что пришли на такой заинтересованный разговор. Я постараюсь быть краткой. Я представляю и общественную организацию «Женщины города Сыктывкара», являюсь заместителем председателя Союза женщин. Вы знаете, в 1921 году в Усть-Сысольске состоялась первая беспартийная конференция женщин. Вот тогда еще женщины собрались и поставили перед собой задачу, которая стояла на тот момент очень актуальна, это идти в народ по ликвидации безграмотности. С тех пор существует Союз женщин и территориальное отделение женщин на местах, их 23 территориальных отделения. Вы знаете, мы, понимая важность, основные задачи прописаны в уставе, все это, конечно, дети, женщина, семья и так далее. И очень важно было поставить работу таким образом, чтобы можно было продвинуться на уровень принятия решений. И мы всегда поддерживали свою самую главную, лучшую женщину, Союза женщин, чтобы она у нас стала депутатом Государственного совета, и чтобы она возглавила именно то направление, это социальный блок. И так у нас было очень долгий период времени. А у нас возглавляла наш союз Кравченко Галина Николаевна, удивительная женщина с сложной женской судьбой. У нас возглавляла союз женщин Савастьянова Ольга Викторовна, которая сегодня работает избранной депутатом Государственной Думы. Лучшие женщины. Так вот, вдруг в один какой-то момент получилось таким образом, что нам заявляют о том, что значит, такие люди, чиновники, работники значит, государственной службы не имеют права работать в общественных объединениях, в общественных организациях. Вы знаете, избираем одного председателя, нам говорят нельзя. Избираем второго, нам говорят нельзя. Понимаете, человек не имеет права безвозмездно на добровольных началах работать в общественном объединении. Сегодня, как ни странно, у нас нет председателя Союза женщин. У нас есть 4 заместителя, но нет председателя. Да, такая ситуация сложилась в России, когда, не знаю, по чьей, значит, почему умыслу вдруг пришла такая указинка нам на республику. Ни один субъект Российской Федерации не пошел по этому пути. Ни в одном субъекте Российской Федерации эту структуру не нарушили. Представьте себе, 96 лет существует общественная организация. Какие наработаны современный социализм, какие наработаны практики работы, какие люди собрались, какие дела они делали. И вдруг, и даже минуя Союз женщин, уходит информация на территориальные организации, что немедленно выйти из состава общественных вот этих наших организаций. Мы пришли в управление государственной гражданской службы, нам говорят, нет, нельзя. Но вот представляете, женщина возглавляет такую общественную организацию, а ей говорят, или ты лишишься работы, или ты остаешься в этой организации. Ладно, случилось. Так вот, на сегодняшний день, 24 января 2017 года, в Комитете по безопасности Государственной Думы рассматривался президентский законопроект. И среди поправок, внесенных президентом, оказалась поправка. Это снятие ограничений на участие государственных муниципальных
служащих в управлении НК «Общественное объединение». Я очень с трудом в это верю, потому что и поддержка была, и искры из глаз летели, когда отстаивались интересы. Все было, и было решение. И работала комиссия по улучшению положения женщин, семьи и ребенка при главе республики. У нас сегодня создан семейный совет. Семейному совету уже больше года, как он создан при главе республики. Ну, год. За этот год не было ни одного заседания, ни плана, ничего. Но, в общем-то, это вот такая вот поддержка. Но и я поддерживаю Маргариту Михайловну, что вот эта вот вся сила, которая здесь сидит в зале, за каждым из нас это огромная армия людей, которые нам верят. И если бы мы с вами вместе объединялись, общественная палата, значит, на площадке общественной палаты, но если бы мы с вами объединялись в решении любых проблем, нам бы, наверное, было все по плечу. И еще, обращаясь к вам, уважаемые коллеги, я не стала рассказывать о том, чем мы занимаемся, потому что это займет определенное время. Вот единственное скажу в качестве, может быть, похвалю себя, похвалю своих подруг. Здесь я вижу, они сидят в зале. Это то, что в последние 8 лет мы в городе Сыктывкаре целенаправленно проводим ряд мероприятий, посвященных Дню Отца. Это для того, чтобы поднять статус отцовства. Я вижу в зале очень много мужчин. Уважаемые коллеги, у вас есть анкеты, заполните, пожалуйста, кто из вас желает войти в состав Совета отцов. Мы еще сделать сможем гораздо больше, чем то, что мы делаем. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот, коллеги, давайте с вами сейчас решим. Времени 17 часов 20 минут, 25 уже минут. Понятно, что все, кто сюда пришел, вы же не пришли просто посмотреть, ну что они тут будут говорить. У каждого из вас есть что сказать. Вот почему мы дали вам анкеты с конкретным пожеланием. Обозначьте те направления, которые вы считаете не имеет права общественная палата обойти. Это будет ваша инициатива, и она с вашей подачей на площадке общественной палаты, с привлечением всех, кого вы посчитаете нужным, всех, из органов власти законодательной, исполнительной, депутатского корпуса на местах, общественных советов, муниципальных общественных палат, которые сегодня так называются уже, мы будем с вами вместе, объединяя свой голос, говорить о тех вещах, которые власть должна услышать. Я еще раз повторяю, нам с вами очень важно сегодня держать руку на пульсе. Когда я, вот, знаете, читаю такие слова, куда смотрит общественная палата, там вот общественная палата, это наши 30 членов общественной палаты, которые заняты на своих основных местах работы, погружены в эту работу, и только в свободное время, которое надо бы отдать семье, так же, как вы, они отдают работе в общественной палате. Они должны вникнуть в проблему, они должны ее изучить, они должны всерьез подойти к тому, чтобы их услышали. Это бывает непросто. И вот сейчас нам очень хочется ваш голос каждого услышать. Вот вы даже сюда, выходя, смотрите, у каждого было что сказать, и вы надеетесь ведь на то, что мы будем объединять усилия. Конечно, говорить о том, что волшебную палочку у нас с вами, как говорят, кто-то нам ее в руки вручит, я всегда говорю, это нереально, но реально нам с вами почувствовать себя тем гражданским обществом, с которым все должны считаться. Я не произношу вслух тех слов, которые, может быть, хотелось бы даже произнести, потому что я просто призываю вот к тому, чтобы наш с вами доклад о гражданском обществе по-честному был написан, какие мы, сколько нас, что мы сегодня делали, с какими инициативами выступали, чего мы добились, и если не добились, то почему. А у нас очень часто, и вы сегодня можете согласиться, и сегодня прозвучало уже выступление ваше, что не получаете, не слышите и так далее. Мы видим, что корень зла, скорее всего, как раз в том, что не хватает мощи этого голоса, единства, потому что там, где единство, там нельзя не услышать. Мы с вами не те люди, которые будут входить на протесты, кричать, и потом, как говорят, опустошили свои души, но удовлетворения не получили. Нам надо устраивать ту системную работу, о которой сегодня говорили, комплексно подходить. Я еще раз повторяю, мы с вами нужны друг другу. Ведь очень часто общественная палата поднимает какой-то вопрос, потому что это актуально, кто-то заявил, а оказывается, другая общественная организация уже провела мощное мероприятие с массой таких интересных
предложений, работающих проектов, но этого не знает общественная палата. Это ненормально. Вот поэтому мы решили, что нам надо сегодня все-таки вот эту первую встречу, а потом дальше посмотрим формат. Мы можем встречаться по каким-то тематикам, рассказывая о тех практиках, которые уже есть. Замечательные практики, наработанные нашими активистами. Ну и поэтому прошу вас, анкету заполнить и оставить прямо на столе. Наши сотрудники исполнительной дирекции пройдут и ее заберут. Но я коротко, очень бегло скажу. Мы специально не стали сегодня рассказывать о том, что делает палата. Потому что, наверное, хотелось дать вам в первую очередь слово. Все-таки основные направления, конечно, не все, но основные, в которых мы видим необходимость вашего участия. Сегодня общественная палата очень тесно работает по вопросам экспертизы законодательства. Очень много поступает законопроектов в общественную палату с просьбой дать заключение на законопроект. Мы сегодня опираемся на экспертное сообщество умных, интересных, вдумчивых людей, которые нам помогают. Потому что мы не во всех вопросах специалисты, а иногда нужны специалисты. Сегодня Российская палата добилась того, и общественные палаты регионов стремятся к этому, чтобы законопроекты, рождающиеся в недрах органов исполнительной власти, начинались с нулевого прочтения. Что это такое? Когда еще концепция закона есть, он социально значимый, он нас волнует, но что это будет выглядеть в реалии, хотелось бы, чтобы общественность подключилась к этому моменту. И мы уже чувствуем, что понимание достигли на уровне главы, на уровне правительства, и теперь на базе общественной палаты. Я вас очень прошу, посмотрите наш сайт. Когда мы выкладываем, что планируется такое обсуждение, мы вас ждем. Вы со своими мыслями, со своим опытом, со своим подходом поможете просто и власти, и органам власти, в первую очередь, понять, где себя надо подстраховать, чтобы у нас, как говорят, законопроект был все-таки социально ориентированным. Далее. Общественный контроль, который набирает силу, он без общественников, без наших с вами объединений усилий нереален. Контроль за деятельностью органов исполнительной власти. Что это такое, я всегда говорю, это не орган надзорный, общественный контроль. Выносит предписание, штраф, такое-то время, чтобы было устранено. Нет, это та общественная оценка, которая, грубо выражая, говорит, хорошо, ребята, работаете, молодцы, у вас то-то, 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 здорово. Но вот здесь у вас явно прокол, людей не устраивает. Вот наша с вами такая общественная оценка очень нужна. Мало того, с этого года Общественная палата России, а мы, региональные органы, подхватываем их направление деятельности, вводит новый общественный контроль за деятельностью избранных депутатов. Потому что сегодня очень много вопросов мы адресуем общественным советам на местах, а они только-только начинают работать в муниципальной палате, опыта мало, но есть еще депутатский корпус. Опять-таки мы говорим, надо объединяться для того, чтобы друг друга слышать, и ради того, кто такие общественники в общественном совете, депутаты, ради того, чтобы людям хоть какая-то была польза, маленькими шагами, но идти к этой победе мы должны вместе. Итак, общественный контроль, поддержка и создание социальных лифтов для гражданских активистов. Сегодня их очень много, но мы уже знаем случаи, когда люди говорят, столкнулся с такими-то приколами, плюнул, бросил все это дело, а так здорово. А у нас ведь есть опыт людей, которые преодолели эти трудности. И они готовы протянуть руку помощи и показать, как идти дальше так, чтобы все-таки победу одержать. Мы, общественная палата, таких помощников готовы предоставлять, готовы помогать изо всех сил именно гражданским активистам и НКО. Безусловно, организация общественно-государственного диалога, которую Общественная палата сейчас широко пропагандирует, это участие всех членов правительства для разговора с общественниками, слышать, что сегодня происходит в направлении, скажем, социальном, направлении экономическом и так далее, с точки зрения разговора на понятном нам языке, и это понятие позволит дальше нам выстраивать свою работу в общественных объединениях. Безусловно, это сотрудничество, тесное сотрудничество с общественными советами на местах. Общественная палата очень подвижный орган. Мы постоянно куда-нибудь выезжаем. Мы уже сейчас 3 выезда сделали вот за этот январь месяц, полмесяца, день общественной палаты. Мы выезжаем для того, чтобы встретиться с общественниками, рассказать о своей работе. Очень коротко, не подробный отчет, но те места, в которых мы можем сотрудничать, для нас это очень важно.
получаем понимание, поддержку, советы, критику. Один конкурс общественной палаты на лучший общественный совет муниципального образования, муниципальную общественную палату. Условия конкурса разработаны, даже определили призы, по-моему, очень даже неплохой призовой фонд, 100 тысяч на первых порах. Мы знаем, как нуждаемся мы даже в каких-то копеечках, и это неплохо. Запускается проект, и нам очень нужна помощь вот всех, и Серебряной тайги, у которой наработаны замечательные же проекты. Проект «Живи село». Этот проект, нам очень хочется, чтобы в Республике Коми пошел не хуже, чем деревня «Душа России» в Вологде, где мы побывали и видим, что все возможно. И у нас в республике тоже все возможно. И, завершая, говорю, приглашаем вас всех на пленарное заседание, которое состоится в марте по вопросам экологии. И ждем от вас вопросов, предложений, готовых выступлений, презентаций ваших наработанных проектов, чтобы мы не в последнюю минуту все это компоновали, а сделали это, если возможно, с участием ваших еще и на секции. Вот это коротко то, о чем хотелось бы сегодня сказать на этой встрече. Поэтому, коллеги, я не знаю, готова ли Анна Викторовна, мне кажется, она вот все это время так глубоко переживала. Она одна тут у нас не выступила как председатель комиссии. Я ей дам еще минуточку до завершения. Пожалуйста, Анна Викторовна. Спасибо, Викторовна. Ну, в общем-то, я думаю, что нам надо сказать, что эта встреча была установочной для того, чтобы мы друг на друга посмотрели, да, поняли, что у нас абсолютно точно общие интересы, а дальше нужно в плановом порядке работать. Мы точно заинтересованы в том, чтобы поддерживать интересные инициативы и экологического плана Серебряной тайги, так и другого плана проекты, если они идут на формирование более сознательного гражданского общества, улучшение жизни наших жителей республики, то мы всегда готовы помогать и поддерживать эти проекты. Поэтому обращайтесь, действительно просьба заполнить анкету, причем заполнить их так, чтобы мы могли с вами связаться и перечислить какие-то вопросы, по которым мы могли вас уже идентифицировать с точки зрения интересов вас в тех вопросах, которые мы обсуждаем внутри себя. Спасибо. Одна минуточка, да? Одну минуточку? Да. Выходить не буду, потому что хочу обратиться к вам непосредственно. Да? Видео Дунавердяс, Габов Алексей Иванович, исполняющий обязанности председателя Родкоми Войтер, Николай из меня избрали. Значит, хотелось бы в завершении, я первый раз тоже, как и все остальные, наверное, присутствую на данном мероприятии в Общественной палате. Я могу сказать, что на самом деле идея интересная, потому что все общественники, которые здесь, сами варятся, сами в своих проблемах, на самом деле сталкиваются, пытаются в своих муниципалитетах, как вы говорите, с ИБА даже приехали, да, и на самом деле, когда вот именно в таком формате, когда совместно с общественной палатой общественники будут решать какие-то вопросы, а Моткоми Войтер на сегодняшний день затрагивает практически весь спектр проблем, которые на сегодняшний день существуют. Это и социально-экономическое развитие, это и проблемы сельского населения, это проблемы природопользования, это проблемы образования, здравоохранения и так далее. И я думаю, что в данной ситуации, когда Общественная палата будет какие-то комиссии создавать по проблемам, к примеру, природопользованию, то я предлагаю именно посмотреть, а кто же у нас есть, какие общественные объединения, которые занимаются именно этой проблемой. И как мы уже говорили о том, что, может быть, у них есть уже какие-то наработки, и совместно, именно с приглашением этих общественных объединений, совместно решать. Точно так же проблемы образования, здравоохранения точно так же. Я предлагаю именно более тесно работать со всеми общественными объединениями, которые более в специальности, именно специальностью занимаются. Спасибо. Ну, я думаю, Общественная палата и вообще все участники нашего совещания подпишутся на ваши призывы. Коллеги, спасибо вам большое за то, что нашли время, вот этот наш деловой сбор, чтобы посмотреть друг на друга, услышать и, в принципе, соизмерить, а я так думаю или нет. Очень не хочу, чтобы отсюда кто-то уходил и говорит, ну что мы пришли. Поэтому оставьте, пожалуйста, анкеты на столе для того, чтобы вы понимали, и мы понимали, для чего мы с вами встретились.
там нужны ваши контакты и ваше мнение. Спасибо всем. До свидания. И до новых встреч. Почаще, патриархального уклада в семье. Мы сейчас вот уже несколько женщин сказала, что мужика надо в семье поднять. Вот. Но его не только надо поднять там, даже он поднять во всех общественных движениях, поднять. Сегодня Трамп обогнал нас, потому что мы говорили об этом гораздо раньше, что патриархат нужно устанавливать, потому что мужчины должны быть активны, инициативны. Ведь бизнес страдает только из-за того, что эта активность в течение многих десятилетий давилась. Мальчишки, в котором в садике, в ясельном давят няньки. В школе, в садике давят, потом в школе давят. Это женская философия, женские методы обучения, хорошо, и так далее. Предложение. Если вам нужно это дело возглавить или как бы копать и формулировать вот эти, где и что надо делать, формы найти. Я же разработчик. Я разработчик, я разрабатываю все. В анкете, да. Я там сейчас сделаем видео анкетирование. Это очень важно. Это конечно. И воспитатель это мужчина. Действительно, сегодня угроза России со стороны США, потому что у них есть технологии, у них есть деньги, у них всегда все мужики были размазаны. Потому что там было вот это, все негативы вот этого капиталистического строя. Сейчас он хочет объединить это, то есть поднять мужика снова, американца. И если вот он сделает, у них сила активизируется, а мы, вот, имея... мы должны поднять давно уже, конечно, конечно. И подумать, по каким поднять конечно. параметрам. И вот это здесь и в моральном, вопрос... и в материальном, конечно, в экономическом, конечно, и в общественном, как главу семьи, как мужчина. Конечно, чтобы он должен маленьким пацаном уже расти как хозяин. А сегодня он растет как просто под юбкой как кто-то там. Но у нас сейчас и поэтому становится жестко. Вот смотрите, совет отцов, и они сейчас по своей программе пошли, во-первых, по школам. Ну, понятно, очень многих сегодня в семьях нет отцов. И они вот как мужики берут этих мальчишек, с ними идут в походы, с ними там подключают их к трудовым делам, на общественных начинают чистить, там что-то убирать. Но это опять-таки вот эта их инициатива, она должна быть распространена, она должна быть подхвачена. Это СМИ, средства массовой информации. Она должна быть дополнена нашими с вами. Я вам разработаю новые формы, где это будет активизироваться. То есть, я разработчик просто. Ну так вы зайдите, найдите время, зайдите. Ну давайте, Вот я хотел услышать вашу поддержку, а вы поддерживаете, значит с вами можно работать. Можно я заберу? Мы опоздаем.